смотрите итоги дня, расскажу о самых заметных событиях уходящего дня. В студии Дарья Короленкова. Добрый вечер. В начале коротко о темах. Дмитрий Садовников официально вступил в должность главы Якутска. Узнаем о том, как прошла инаугурация и какой будет новая пятилетка в истории. В Нерюнгринском районе стартовал второй этап акции «Вода безопасная территория». Узнаем, как профилактические встречи проводятся. Десятки пострадавших, многомиллионные убытки, а виновных нет. Семья Федоровых из Якутска, заключившая договор со строительной компанией, до сих пор ждут выполнения обязательств. Стартовала 11-я международная конференция по математическому моделированию в Якутске. Научное событие собрало около 100 участников, аспирантов, студентов и молодых ученых. В Якутске прошла республиканская военизированная эстафета среди структур органов внутренних дел. Соревнования прошли по 6 дисциплинам. Большой управленческий опыт теперь в интересах столицы республики. Дмитрий Садовников официально вступил в должность главы Якутска. О том, как прошла инаугурация и какой будет новая пятилетка в истории самого крупного города на вечной мерзлоте, в материале Петра Васильева. Присяга, удостоверение главы города и первые слова уже в новом статусе. Но за этим протоколом совсем не церемония, а ответственность за город, который продолжает расти и вместе с этим сталкивается с новыми вызовами. Вступая в должность главы городского округа город Якутск, клянусь своей честью и совестью соблюдать Конституцию Российской Федерации, Конституции Республики Саха-Якутия, законы Российской Федерации и Республики Саха-Якутия, Устав городского округа город Якутск, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, защищать демократический конституционный строй и интересы населения города, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности главы округа. С назначением нового руководителя города поздравил глава Якутии Айсен Николаев. Он отметил профессиональный опыт Садовникова и выразил уверенность, что он поможет решать задачи, стоящие сегодня перед столицей. Уверен, что ваш опыт, ваши знания, ваш талант, ваш патриотизм, ваша любовь к городу Якутску, они позволят вам реализовать те планы по развитию столицы нашей республики, которые обязательно мы должны реализовать. Принимая полномочия, Дмитрий Садовников подчеркнул, главная задача – оправдать ожидания жителей. В центре внимания – развитие Якутска, строительство социальных объектов, модернизация коммунальной инфраструктуры, благоустройство и повышение качества городской среды. Волнительно то, что вот сегодня инаугурация. Для меня, безусловно, это первый такой серьезный шаг в качестве первого лица. Я благодарю за слова поддержки горожан, которые мне в эти дни отправляли, поздравляли. И, конечно, их поддержка мне дает определенную большую силу для того, чтобы я, как говорится, там на работе не Ваньку валял, так по-простому скажу, да, а работал, засучив рукава за всех нас, за наш город. За годы работы Садовников курировал вопросы строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Теперь весь этот опыт предстоит использовать уже в масштабах столицы республики, где каждый день ставит перед городскими властями новые задачи. Петр Васильев, Семен Семенов, Якутск. В Якутии стартовал прием предложений по кандидатурам на должности глав Чурапчинского, Жиганского, Мирнинского и Анапарского районов. Подать документы можно с 22 июля по 10 августа этого года в администрацию главы и правительства республики. Право выдвижения имеют политические партии, Общественная палата республики, Совет муниципальных образований региона. Кандидаты должны предоставить пакет документов, включая сведения о доходах, справку об отсутствии судимости и медицинское заключение. Следователи Якутии проводят проверку по факту вынужденного возврата самолета, следовавшего по маршруту Якутск-Алекминск в аэропорт вылета. Инцидент произошел 21 июля этого года из-за неисправности навигационной системы, обнаруженной сразу после взлета. Посадка прошла в штатном режиме, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, самолет повреждений не получил. Людей отправили в пункт назначения резервным портом. Восточная МСУ ТСК России устанавливает все обстоятельства происшествия в рамках доследственной проверки.
В Сунтарском улусе Якутии, где из-за аномальных дождей уже введен режим ЧС, в ближайшие 2 суток ожидается новое ухудшение погоды с ливнями и грозами. По прогнозам якутского УГМС 22-23 июля южный циклон из Забайкалья принесет в регион очередную порцию обильных осадков. Всего за 20 дней июля в районе уже выпало 4-месячные нормы осадков, что привело к подтоплению домов, сенокосов и размыву дорог. Синоптики ожидают прекращения интенсивных дождей только к ночи 24 июля. В Нерюнгринском районе стартовал второй этап акции «Вода. Безопасная территория». С начала этого года на водных объектах района зафиксировано 2 происшествия, унесших жизни 2 человек. Оба случая произошли вдали от города Нерюнгри в нетрадиционных мест отдыха на реках Унгра и Дурай. Эти факты стали поводом для усиления мер безопасности. Безопасность на воде – задача не одной структуры, а целого союза ведомств. В совместных рейдах по Нерюнгринскому району задействованы специалисты разных служб. Межведомственное взаимодействие позволяет охватить все аспекты безопасности – от оперативного реагирования на происшествия до системной профилактики. Государственная инспекция по маломерным судам Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия обращается к жителям и гостям Нерюнгринского района соблюдать правила безопасного поведения на водных объектах, правила эксплуатации маломерных судов, не отпускать детей без сопровождения взрослых. Помните, что купание в состоянии алкогольного опьянения, нахождение детей без сопровождения взрослых является основной причиной гибели на водных объектах. В Нерюнгринском районе действует особый противопожарный режим, поэтому в рамках рейдов сотрудники МЧС и других служб также проводят осмотры прибрежных зон на предмет нарушений правил пожарной безопасности. При таком режиме разведение костров запрещено, а также приготовление пищи при использовании мангалов. Так вот сегодня на водохранилище были выявлены 3 семьи, которые приготавливали пищу. Всем им выданы извещения, приглашены в отдел для составления административного протокола по части 2 статьи 20.4. За данное нарушение предусмотрен штраф в размере 10 тысяч рублей. На сегодняшний день силами объединенных групп уже проведено около 100 рейдов и патрулирований. Это не просто формальные проверки. В ходе выездов ведется постоянный мониторинг обстановки на водных объектах, выявляются потенциально опасные участки, контролируется соблюдение правил. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. С 21 июля в правилах назначения единого пособия для малообеспеченных семей появились важные уточнения. Теперь уход за инвалидом первой группы, пенсионером старше 80 лет или престарелым гражданином считается уважительной причиной. Отсутствие дохода только если за ним присматривает близкий родственник. Супруг, ребенок, родитель, брат, сестра, бабушка, дедушка или внук. Раньше родство не имело значения, а теперь это условие обязательное. Сам уход должен длиться не менее 10 месяцев в расчетном периоде. Если меньше, то минимальный доход семьи пересчитают пропорционально. Еще одно изменение: если вы подаете заявление не по месту прописки, а по фактическому проживанию, социальный фонд теперь проверит этот факт в любом случае. Десятки пострадавших, многомиллионные убытки, а виновных нет. В редакцию телеканала обратилась многодетная семья Федоровых из Якутска, заключившая договор со строительной компанией «Гидеонстрой». Уже который год подрядчики не исполняют свои обязательства. И, как выяснилось, не только перед Федоровыми. В деле разбиралась Аргалана Неустроева. Это список обманутых людей, которые с нами согласились. В 2024 году многодетная семья Федоровых заключила долгожданный договор на строительство частного дома. Выбирать подходящую фирму долго не пришлось. Компания «Гидеонстрой» была на слуху. Ее рекламу крутили по ТВ, о них рассказывали крупные блогеры, да и сам офис выглядел достаточно респектабельно. Многообещающе было, когда мы пришли первый раз в контору к ним. Они прям нам так классно с нами разговаривали, прям уровень сразу было чувствовать, можно было почувствовать как профессионализм. Но в итоге как-то так доверились, и не получилось. Ведь с тех пор дело дальше фундамента дома и не сдвинулось. А ведь семья вложила в это строительство и материнский капитал, и заемные ипотечные средства. Поначалу Федоровых кормили завтраками, а потом и вовсе перестали выходить на связь. И, как выяснилось, пострадавшие в этом деле не только они.
В моих руках договоры на сумму, которая вполне могла бы сойти за бюджет одного небольшого района, всего свыше 50 миллионов рублей. Речь идет о 19 пострадавших, и это только те люди, которые откликнулись на зов семьи Федоровых. И не сомневайтесь, обманутых намного больше. Сегодня, по открытым данным, только в Якутском городском суде находится 29 гражданских дел против ООО «Гидеонстрой». По 6 случаям пострадавших представляла Якутская республиканская коллегия адвокатов. Среди пострадавших молодые семьи, пенсионеры, которые вложили в строительство жилья свои накопления, кредитные средства, а в отдельных случаях средства материнского капитала. Однако дома не были достроены, деньги добровольно не возвращены гражданам. Мы рекомендуем пострадавшим объединиться, направить коллективное заявление в прокуратуру и органы внутренних дел с просьбой проверить действия руководителей компании на наличие признаков мошенничества по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Но для самих пострадавших лучшим исходом, признается Алексей, будет, если компания просто вернет им деньги. Эта история для многих семей тянется уже не первый год. Ипотеки выплачиваются, а участки простаивают без желанных домов. И хочется, наконец, логичного завершения этой затяжной стройки. Сарглана Неустроева, Джулстан Иннокентьев, Якутск. В Якутске стартовала 11-я международная конференция по математическому моделированию. В этом году мероприятие посвятили 75-летию доктора физико-математических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Якутии, академика республики Ивана Егоровича Егорова. Научное событие собрало около 100 участников, аспирантов, студентов и молодых ученых. Приехали и участвовали онлайн-докладчики из крупных городов России, а также гости из Китая, Монголии и Узбекистана. Конференция продлится в течение этой недели с 21 по 25 июля. Участники прослушают доклады по актуальным вопросам математики и обменяются опытом на заседаниях. Я в университете работаю с 1976 года после окончания аспирантуры Новосибирского государственного университета. У нас идет с 1994 года. Конференция проводится 11 раз в этом году. И мы думаем, через это те молодые ребята, которые рассказывали на этой конференции, разное время стали кандидатами наук. Даже есть среди доктора физико-математических наук. Филиал Госфонда «Защитники Отечества» в Якутии продолжает оказывать поддержку ветеранам боевых действий, уволенным с военной службы, а также семьям погибших и пропавших без вести участников СВО. На сопровождении филиала находится более 12,5 тысяч человек. Всего принято 60,5 тысяч обращений, из которых решено 84%. Продолжается прием заявлений на получение удостоверений ветеранов боевых действий от сотрудников частных военных компаний. При отсутствии документов, подтверждающих участие в спецоперации, принимаются нотариально заверенные свидетельские показания не менее 2 сотрудников ЧВК, имеющих удостоверение ветерана боевых действий, либо вступившие в силу решения суда. В случае отсутствия подтверждающих документов об участии в спецоперации принимаются свидетельские показания не менее 2 сотрудников частной военной компании, имеющих удостоверение ветерана боевых действий, заверенные нотариально, либо вступившие в силу решения суда о подтверждении факта участия в спецоперации в составе содействующей организации. На Ржевской земле завершилась 6-я молодежная смена «Вахта памяти» Ржев, Дальний Восток. Участники из России и Казахстана 2 недели работали на местах сражений Великой Отечественной войны. Поднимали останки бойцов, находили артефакты и возвращали имена солдат, десятилетиями оставшихся неизвестными. Лагерь, где проходит смена, носит имя уроженца Якутии, героя Советского Союза Федора Хлопкова. Об итогах вахты памяти в материале Айсены Бурнашовой. Реконструкция одного из боев Великой Отечественной войны. По традиции, именно она завершает смену в лагере имени Федора Хлопкова. Второе отделение вперед! На поле бойцы Красной армии атакуют солдат вермахта. И враг вновь терпит поражение. И начинается рукопашная! Давайте поаплодируем нашим ребятам! И
Именно такие бои здесь шли в годы Ржевской битвы, одной из самых ожесточенных и кровопролитных битв Великой Отечественной войны. Сегодня о тех событиях напоминают и находки поисковиков. Оружие, боеприпасы, личные вещи солдат. Теперь они стали частью экспозиции музея лагеря. За 2 недели участники смены не просто изучали историю, стали частью поискового движения, возвращая имена тем, кто десятилетиями считался пропавшим без вести. Поисковики подняли останки 21 красноармейца. Среди них рядовой Дмитрий Белоногов, 1904 года рождения, призванный из Пермской области. Его имя удалось установить благодаря найденному солдатскому медальону. Могу сказать, что с каждым годом организация и сама вахта памяти становится все лучше. Приезжая со студентами своей команды с нашей республики, могу с гордостью заявить, что интерес к вахте памяти у нас с каждым годом все растет. Проект «Вахта памяти. Ржев. Дальний Восток» появился в 2020 году по инициативе Якутии и Тверской области. В этом году участниками смены стали более 100 студентов из более чем 20 регионов России, от Центрального до Дальневосточного федеральных округов, Донбасса и Новороссии. Впервые к смене присоединились участники из Казахстана. Проект ширится, он становится более масштабным. Впервые московские студенты к нам присоединились, впервые казахская молодежь к нам присоединилась, впервые мы заговорили о совместных проектах с белорусской молодежью. Тот уровень гостей, которые приехали к нам на закрытие, это представители, руководители администрации президента, Министерства обороны, союзного государства с Белоруссией. Помимо поисковой деятельности, ребята слушали лекции, обучались военной подготовке и тактической медицине. И главный итог – каждая поднятая каска, каждый найденный медальон и каждое установленное имя стали частью большой работы по сохранению памяти о защитниках Отечества. Я хочу пожелать, чтобы лагерь дальше развивался, чтобы наша молодежь узнавала свою историю, те места, где наши предки сражались. Это потрясающий проект. Он сделан очень грамотно. Он сегодня представлен очень зрело, глубоко. И те ребята, которые сюда приезжают не в первый раз, а просятся приехать во второй и в третий раз, лучшее тому подтверждение. Айсана Бурнашова, Виктор Олесов, Ржевский район, Тверская область. В Якутске презентовали книгу «Горящие сердца» в волонтерах республики. Это сборник, подготовленный волонтерским движением «Боевые шелкопряды Якутии». Содержит воспоминания людей, которые с первых дней специальной военной операции искренне и бескорыстно помогают российским военнослужащим. На страницах издания подробно рассказывается о заслугах около 500 активистов добровольческого движения, начавших свою работу в 2023 году. Авторы подчеркивают, что такая деятельность не только поддерживает бойцов на передовой, но и укрепляет нравственные качества общества, объединяя людей по всей стране. Познакомиться с историями волонтеров и свободно прочесть новую книгу может любой желающий в библиотеках Якутска. Михаил Николаевич работал над этой книгой в качестве составителя больше года, потому что нужно было идею этой книги предложить, ее сформулировать и даже в некотором смысле заставить волонтеров представить свои статьи. Почему? Потому что волонтеры, скажем, достаточно скромные люди. В здоровом теле здоровый дух. В Якутске прошла республиканская военизированная эстафета среди структур органов внутренних дел. Соревнования прошли по 6 дисциплинам и проверяли как навыки обращения с оружием, так и физические данные сотрудников. Подробнее об эстафете в сюжете далее. Военизированная эстафета органов внутренних дел проводится ежегодно уже в течение 10 лет. В этом году участниками стали 18 сборных команд, более 100 сотрудников МВД, готовые показать свою подготовку и боевой настрой.
У нас, получается, по приказу еженедельные стрельбы производятся, а также физическая подготовка каждый четверг, да. То есть занимаемся спортом. Ну, в принципе, у нас на потоке это стоит. Вот, как для поддержания общей боеспособности подразделения, так и профподготовки. Получается, с некоторыми членами команды, ну, мы неоднократно здесь были на полигоне, то есть, в принципе, все этапы маршрута знаем. Состязания проходили на время по 6 разным этапам, проверяющие навыки обращения с оружием, прохождение полосы препятствий, спасение условно раненого, а также на скорость и выносливость сотрудников. Выигрывала та команда, которая смогла пройти полосу за меньшее время. Я участвовал на последнем, по-моему, самом трудном. Там надо нести человека на себе. Это просто ужас. И 100-метровку бежать. До сих пор выдохся, а дышаться не могу. Я считаю, что военизированная эстафета, она необходима для организации вот такой МВД. Она сплочает коллектив, ну и физподготовка, конечно. По результатам эстафеты будет создана сборная команда МВД Республики. Осенью она представит регион на всероссийском этапе соревнований. У нас в прошлом году прошли отборочные соревнования. Точно так же была отобрана команда, стрелковая команда была отобрана и команда по такой же примерно аналогичной военизированной эстафете. Мы заняли неплохое место, да, мы вошли в 10 лучших, но цель нашего министерства, да, войти все-таки в 3 лучших по Российской Федерации. По итогам состязаний победителем с общим временем 3 минуты 3 секунды стала команда управления по работе с личным составом. Уступив всего на 1 секунду, второе место заняли представители отдельного батальона ППС номер 1 «Якутская». И со временем 3 минуты 24 секунды третье место завоевала команда отдела полиции номер 1 «Якутская». Тимур Колмогоров, Артумен Наговицын, Якутск. Бизнес-леди из Наслега Южно-Нюйленского района открыла первый на селе салон красоты. Безработная сельчанка сумела раскрутить свое дело, получив от службы занятости субсидию всего в 400 тысяч рублей. В селе Южная Нюя Маргарита Авдеева проживает с прошлого года. Приехала она из Алеквинского района села Мачи. По приезду на новое место жительства Маргарита устроилась продавцом в сельский магазин. Но средств многодетной маме на проживание не хватало. Девушке нужно было решить, чем зарабатывать дальше. И тогда ей пришла идея стать мастером маникюра, так как опыт уже был. Но об открытии салона речь тогда не шла. Маргарита создала группу в мессенджере, добавила селичан, и дело пошло. Начали ко мне ходить, экспериментировать. А потом я узнала про соцконтракт. Ну, я просто... Раньше я подавала, мне никогда ничего не одабривали. И тут я, решила просто методом тыка. Мне вообще повезло, я считаю, что это так было трудно для меня. Я считаю, что мне вообще какой-то оттуда свыше, помощь. Но эти деньги вообще выручили. Знакомые помогли девушке составить бизнес-план. Успешно защитив его, Маргарита получила средства на развитие собственного бизнеса в размере 345 тысяч рублей. На них начинающий предприниматель закупил необходимое оборудование для аппаратного маникюра. Пылесос с вытяжкой, он мощный такой. Мне он так нравится. Вот эти лампы, вообще вот это все, что здесь, все, и мебель, стол, вообще все, этот пылесос. Телевизор я приобрела сюда на эти средства. Там сухожар, ванна для ног с гидромассажем. Сельская администрация предоставила ей небольшое помещение. Маргарита сразу же сделала здесь ремонт. Сегодня ее дела пошли в гору, клиенты потоком. Но я у нее была первым клиентом, когда она приехала сюда. А раньше я ездила в город. Но так как транспорт бывает не постоянно, то в морозы зимой не попадешь. Педикюр она стала, Ленские курсы прошла еще. Теперь с сертификатом она у нас. Молодец. Люди к ней тянутся. Теперь многодетная мама, сумевшая с нуля поднять непривычный для себя бизнес, вызывает у южнонюйцев только уважение. И судя по решительному настрою Маргариты, она не собирается останавливаться на достигнутом. Сельчанка планирует расширить перечень оказываемых услуг, заниматься наращиванием ресниц и делать депиляцию. Светлана Балеева, Ленск.
Таким мы выделили этот день наши корреспонденты. Ну, я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в дальнейших эфирах.